Когда на улице за минус 50, кажется, сам воздух сейчас замерзнет. В аэропорте Якутск в такую погоду с самолетов перед ночевкой снимают важные узлы и агрегаты. Дополнительных забот не требует только российский сухой суперджет. 3 часа обогрева тепловыми пушками, и лайнер снова готов к вылету. Стоит на улице, в ангаре редко бывает, поэтому отогревается хорошо. По крайней мере, когда мы приходим, техники уже самолет готовый отдают спокойно, без проблем. Сейчас суперджет имеет допуск до минус 54 градусов. При более низких температурах его проверить пока не удалось. Холоднее еще не было. Зато во время заводских испытаний самолет подвергали всевозможным перегрузкам. В том числе изучали морозоустойчивость во время полета. Мы летали на обледенение, наращивали над Белым морем в районе Архангельска 50-55 миллиметров льда на передней кромке крыла, стабилизаторе, руле направления. Проверяли поведение самолета, безопасность. Проверки провели, безопасен. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре внимательно следят, как ведет себя самолет на дальневосточных маршрутах. Совместно с инженерами из Якутии доработаны отдельные механизмы, в том числе передняя стойка шасси, гидравлика которой потекла буквально в первые дни эксплуатации на морозе. Понимая, насколько важно было в тот момент, даже политически, я бы сказал, важно, компании Якутия начать эксплуатацию без всяких проблем, мы приняли решение и предложили компании Якутия устранить этот недостаток своими силами. И буквально за одну ночь самолет пришел сюда, и здесь, непосредственно в Комсомольске, за одну ночь мы поменяли переднюю стойку для того, чтобы избежать вообще всяких вопросов. Похожие проблемы конструкторы называют детскими болезнями. Их устраняют по мере приобретения опыта эксплуатации. Главное, для пассажиров перелеты безопасны. Кабина пилотов Сухого оборудована по последнему условию техники. Из принципиальных отличий вместо штурвала здесь используется джойстик, и автопилот настроен таким способом, что самолет можно посадить полностью без участия человека. В Якутии 2 суперджета за год перевезли более 54 тысяч пассажиров. Часто летающие его называют самым тихим и быстрым. Командир экипажа Василий Захаров оценивает комфорт с профессиональной точки зрения. Лайнер послушен в воздухе, а все электронные системы управления многократно дублированы. 60, 40, 35, 30, 20, 10. Одна из характеристик, или можно сказать, один из главных факторов, это интегральный показатель безопасности, который рассчитывается на каждое воздушное судно. Так вот, впервые в нашей истории, в истории компании Якутия, в 2015 году самолет «Сухой суперджет» показал, этот показатель составил 100%. Это крайне редкий показатель, тем не менее это так. Первому самолету, прописавшемуся в самом холодном регионе, дали имя Роман Дмитриев. Якутский борец в 1973 году стал золотым призером Мюнхенской Олимпиады. Только за последние несколько дней лайнер видели в Сочи, в Москве, Краснодаре, Пекине и Владивостоке. Дмитрий Макаров, Владимир Ломаков, Вести.